понятно, что это далеко не вся библиотека. Понятно, что это только та часть ее, которая дошла до Москвы. И на самом деле, для того, чтобы понять, сколько рукописей из Ульяновска попало потом в Москву в собрание РГБ, нужно просматривать все восточные фонды РГБ, что в настоящий момент невозможно. Вот, 179-й фонд я просмотрел, вот 180, 180, 186 тоже, но там есть еще отдельные фонды, скажем, там персидские, которые тоже достаточно богатые, поэтому подозреваю, что там тоже есть еще книги, которые когда-то находились в собрании Акчуриных. Теперь посмотрим на эти рукописи, они этого заслуживают вполне. Значит, перевод от Табора, можно следующую. Перевод от Табора я, к сожалению, вам не покажу, потому что у меня нет изображения. Я о ней немножко расскажу. Значит, это была первая книга Акчурина, с которой я познакомился, и она вошла в статью, которая еще в 2007 году выходила, а была подготовлена в 2003. Это обзор тюркских исторических рукописей из собрания отдела рукописей РГБ. И там она очень подробно описана, там, значит, с разделами, с версией перевода, потому что мы знаем, что от Табори переводился на тюркский язык не однажды. Есть как минимум, там, наверное, переводов 7-8, там 4 раза только на староосманский переводился, дважды на чагатайский. Как правило, переводился он через персидскую версию Балами, то есть это не напрямую, да. Но и тут мы с вами вот видим одну из этих версий перевода с персидского на тюрки, которая, в общем, была очень популярна. Но мне вот так навскидку, значит, еще известно рукописи 5 переводов, причем того же самого времени. Хранятся они в Петербурге, в Оренбурге есть один список, очень интересный, тоже недавно каталогизированный. Ну и вот мы видим, что в Москве тоже. Значит, вот именно эта рукопись, по всей видимости, попала в РГБ не через Ульяновский музей книги, потому что там нет никаких опознавательных знаков, кроме очень интересной сургучной печати, натуральной, с именем Мухаммед Амин ибн Куратбек Акчурин. Там прям так и написано, значит, его библиотека. Это рукопись 18 века, написана на русской бумаге, очень объемная, и, конечно, она еще заслуживает своего читателя и изучения. Следующую, если можно. Значит, теперь два Корана. Они очень любопытны, потому что написаны они одним человеком. Он был уроженцем и жителем очень крупного лезгинского села. Село это называется Курах ныне. Сейчас когда-то это была столица Кюринского ханства, так называемого. Они происходят из библиотеки Мухаммад Хасан ибн Тимир-Булата Акчурина. И Курах очень крупный был такой культурный центр. У нас довольно много рукописей, которые там были переписаны, но они все в основном хранятся в Дагестане. Значит, вот каким образом симбирский промышленник и купец, заказал ли он эти рукописи, купил ли он их, или каким-то иным способом они попали к нему в библиотеку, сейчас сказать очень сложно. Мы можем посмотреть дальше на эти замечательные Кораны. Они производят очень сильное впечатление. Во-первых, в силу своей исключительной каллиграфического изящества и богатства, прекрасно оформлены. Видимо, сам переписчик был оформителем этих Коранов, большого очень формата. И что еще следует, наверное, отметить, что, ну, можно следующий кадр, чтобы было понятно. Да, вот, значит, это, соответственно, колофон, который говорит нам о том, что переписчиком, вот, ну, собственно, тем самым человеком, который по заказу, вернее, который выполнил, наверное, заказ, как я думаю, симбирского купца, был некий Шамхалай ибн Иса аль-Курахи. Это колофон, то есть уроженец и житель этого самого Кураха. И мы видим, что следующий слайд, если можно. Вот мы видим здесь вот такую вот замечательную печать, оттиск этой печати. Дата переписки, соответственно, 1886-87 год, 1304. Вот Мухаммад Хасан ибн Тимир-Булат Акчурин, как он сам себя на этой печати
величает. Оба списка помечены одной и той же печатью, значит, вот выполнены они с небольшой разницей. Можно следующий кадр. Это следующий Коран. Вы видите, что они очень похожи, но они все-таки отличаются. Следующий. Это 1303 год, то есть более ранний вариант. Ну, вот такие замечательные заставки. В общем, рукопись в очень хорошем состоянии и не подвергалась, видимо, даже особо чтению. Еще один список, можно следующий кадр. Значит, с Коранами мы закончили. Вот этот самый Маркат аль-Мафатих, это комментарий Али ибн Султан Мухаммада аль-Кари, который умер в самом начале 17 века, на известный свод хадисов от Тебризи, значит, 14 век. Вот кто был переписчиком этой рукописи, я не знаю, это не Колофон, а рукопись, судя по османской филиграни, «Три луны», переписана в 18 веке. И кроме переписчика, мы даты, к сожалению, я даты там не нашел. Но вся рукопись имеет большое количество пометок, в том числе и на титульных листах, на дополнительных. Вот одна из помет, между прочим, как раз говорит о том, что вторая строчка, там как раз еще раз указано имя переписчика, стоит даже дата, да, вот, не имеющая отношения, правда, к дате переписки. И вот пометку это делал некий Муштари Хазрат Халиль Эфенди, как мы с вами видим это в первой строке. И, как я уже сказал, значит, пятая рукопись – это вот этот сборник фрагментов, который, по всей видимости, некоторые из них вырваны, видимо, из других рукописей. Вот в настоящее время эти 5 манускриптов, все, что мне удалось выявить в РГБ, и все, что касается когда-то богатой библиотеки Акчуриных. Повторюсь, я не думаю, что это все, что есть в РГБ. Скорее всего, там еще отыщутся другие рукописи, но это уже неплохо. Это хорошее начало. Значит, мы можем сказать, что библиотека это не погибла, и что вполне возможно списки других текстов, в том числе, кстати, и татарских, еще могут там отыскаться.